Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». И сегодня у нас в гостях финалистка конкурса «Мисс Россия-2015» Лидия Семенова. Всем привет! Лидия Семенова, Республика Саха, Якутия. Расскажи так в целом о своем жизненном пути. Я с детства мечтала стать моделью. Не то, что только моделью, а вообще ходить по подиуму, ощущать сцену. Знакомство на конкурсах красоты, да, допустим. Там же очень много других девушек. Все вроде как и подруги, вроде и не подруги. У тебя были вот такие ситуации, что... Нет. Какие конкретно эпизоды вспоминаются тебе из последнего выступления? Я думаю, что наши репетиции, вообще весь процесс. Утром был фитнес. После фитнеса у нас сразу дефиле. В последние дни до 10 вечера мы, по-моему, ходили и очень сильно уставали. Прям сразу шли спать. А развлекательная программа? Как вас развлекали? Марина сразу пришли спать. Нет, а развлекательная программа какая? Развлекали нас утром после завтрака. Аниматоры приходили. Пикачу. Утром после завтрака у нас была 15-минутная прогулка на свежем воздухе. Расскажи, пожалуйста, как ты попала у нас в финальную двадцатку? Финальная двадцатка решалась по интернет-голосованию, которое вся республика голосовала, за что им спасибо. Оттуда брали, по-моему, первых 10 девушек, и вторую десятку они выбирали сами, жюри. В интернет-голосовании на «Мисс Россия» ты заняла первое место. Да, все верно. У нас еще бывали мастер-классы разные. У нас был мастер-класс по боксу. Ну, это здорово. Интересно. Нас учили, как правильно держать руку, как правильно держаться. В случае нападения куда бить, что бить. А я говорила, что не просто так организаторы вам прислали тренеров по боксу. 50 девушек в закрытом помещении. Вам рассказывают, куда надо бить. Ну, мало ли, вдруг что получится. Там все очень организовано, там за кулисами стоят тоже команда. Экран висят, там наблюдают, у них у всех рации, по рации там разговаривают, все выпускают. Раз, два, пошла, раз, два, пошла. Там кто-то всех нас выстраивает. У них была там отдельная команда за кулисы. А на сцене уже? На сцене выходишь и, не знаю, у меня просто вот дух даже охватывает то, что идешь и улыбаешься, уже про все забываешь, про волнение, то, что ты за кулисами дрожала, стояла, все вот это исчезает. И все, прошлась, потом пошла, встала в стойку. В боксерскую. Наш конкурс проводится не первый год. И традиционно, выбирая мисс и мистер БГУЭП, мы надеемся, что это будут самые красивые, стильные, самые креативные, самые талантливые ребята. Я думаю, что сегодняшние наши участники очень достойно себя показали и в конкурсе визиток, и прекрасно продемонстрировали свои таланты. Многие прекрасно танцуют, как вы видели, многие поют, показывают фокусы. То есть самая разнообразная гамма талантов. Я участвовала, чтобы
просто посмотреть, вот как в этом конкурсе, как проходит все. Я не ожидала. Меня эмоции просто переполняют. Этот такой восторженный, весь зал смотрит на тебя, и ты очень переживаешь, и кто же возьмет это первое место. Да, это действительно было круто. Я не пожалел совсем, что начал участвовать. Очень много нервов потрачено, волновалась очень. Когда мы репетировали в ГОЭПе в спортзале, на балконе постоянно собирались люди, смотрели. И мне это запомнилось уже, как зрители в ГОЭПе были. Все, на чем печать неповторимого, все, на что надеялась любовь, проскользнуло быстрым сновидением, никогда не вспыхнет вновь. Конечно, мы хотели бы, чтобы у нас очень гармонично сочеталось интеллект и красота, потому что еще Александр Сергеевич Пушкин говорил, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Так что я надеюсь, что сегодняшние победители будут олицетворять вот такой прекрасный союз. У нас был кастинг на танец, на вирусный видеоролик. Мы все там так старались, чтобы мы прошли этот кастинг. Когда уже начали снимать ролик, так было сложно. Когда я смотрела на эту девушку, которая танцует, она нам показывала движение, я просто стояла с открытым ртом и как я все вот это делать буду? Я справилась. Чем ты вообще занимаешься именно для достижения каких-то своих профессиональных результатов? Для меня все равно очень важна учеба. И каждый день я посещаю свои пары. На кого ты учишься? Я учусь на педагога-психолога. После получения диплома я хочу поступить на юридический. В будущем я хочу работать в органах психологом. И поэтому я думаю, что мне очень важна тоже профессия юриста. И я думаю, что модельная карьера у меня. Под откос? Нет. Почему началась, хотела сказать. Ну, так сказала, у меня все? Напоминаем, что Марина Никонова «Мисс Деликатность 2010, 2011, 2012» по версии Пропеллер ТВ. Мы продолжаем. Модельная карьера, которая не под откос идет, а наоборот. Которая наверх, да. Начинается. Ты в конкурсах больше не будешь участвовать? Ну, я думаю, да. С показами, с конкурсами пока покончено. Как насчет, собственно, фотографий? Я не говорила, что с показами все кончено. Конкурсы и показы – это разные вещи. Вот. У меня футболка Black Sabbath. Я вообще как бы не понимаю, о чем я сейчас говорю, если честно. Я так как-то, знаешь, плаваю просто в темноте. Много ли у тебя коммерческих предложений? Вы знаете, я не именно ради денег работаю, а просто, когда меня приглашают, я сразу соглашаюсь. Дело не в том, что деньги мне дадут зарплату или не дадут. Мне просто приятно работать. Привет! Сегодня мы решили посетить студию Вероники Николаевой для того, чтобы на себе ощутить все возможности визуального перевоплощения для необычного фотосета. Вероника, привет! Расскажи, пожалуйста, что мы сегодня будем делать? Сегодня мы, наверное, с тобой будем делать то, что не делают другие. Мне иногда надоедает делать стандарты, и я, чтобы оторваться по полной, делаю то, что я люблю. Когда я делаю какие-то необычные вещи, меня атакуют очень жестко, а у меня нет страха. То есть я не боюсь. Я ориентируюсь немножко на другой контингент людей. Просто бояться не надо. Я и девочкам, своим ученикам говорю, что пока вы будете бояться, вы не продвинетесь никуда.
Конечно, мне нужна модель как холст. Я таких людей называю прозрачными. Из нее можно сделать как 14-летнюю девочку, так и 90-летнюю бабушку. Welcome таких моделей. Ко мне, все ко мне. Не привыкает то, что вечно соперничаешь с кем-то. А какие задачи ты ставишь для себя при съемке? При съемке, наверное, максимум глазами работать. Когда у меня вот такие креативные съемки, я тональником практически не пользуюсь. Почему? Потому что я хочу сохранить текстуру кожи. Какие типажи моделей пользуются большей популярностью у рекламодателей? У нас няшечные образы. Няшечные образы – это такая милая, воздушная, чистая, пушистая, симпатюлечка. Если говорить по России, допустим, Москва, Питер и взять за рубеж, конечно же, очень худощавый такой, телосложение мальчуковое немного, да. Очень востребован на сегодняшний день и торчащие уши. Треугольное лицо, большой лоб, мощный. Считается очень красиво. И я считаю так тоже. So take what you want from me, take what you want from me, take what you want from me. Нежные же ежики тоже. Не, вот тут что-то он раздражает. So take what you want from me, take what you want from me, take what you want from me. Что ты можешь сказать по своему личному опыту для других девочек, которые хотят стать моделью? Главное идти вперед и верить в себя. Все. Заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ, оставляйте свои комментарии, мы будем ждать. А для вас сегодня работали Иветка. Кто этот человек? И Марина Никонова. И наш гость Лидия Семенова. Да. Всего вам доброго и до новых встреч. Всем пока. Пока. Полуфинал международного конкурса молодых модельеров «Русский силуэт» в рамках фестиваля «Неделя моды» в Якутске приглашает на участие молодых дизайнеров и модельеров-любителей. Запись на участие и справки по телефону 25 26 55.